Где можно отдохнуть детям, чтобы они и здоровье поправили, и родной татарский язык подучили, и новые знания получили. Лучшего места, чем древний город Болгар, для этого, наверное, нет. Сама атмосфера здесь побуждает к учебе, словно подталкивая сделать новые открытия. Лагерь «Миллет» организовал молодежный центр «Миллет» и фонд «Ярдем». Здесь отдыхает около 60 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Большинство из Казани. Есть ребята и из районов Татарстана. Делаем зарядку, у нас уроки, мы ходим кушать. Мне тут все нравится. Играем, намаз читаем, еще водой брызгаем друг друга. И мне еще нравится, что мы живем в одной палатке, и там мы вдвоем только спим с подружкой. А то в этот раз, даже меньше была палатка, чем, как вот такая вот палатка. Меньше палатка даже, и там было человек 10 точно. Дәрисләр була безнең гарәп телләре, төрки телен. Нарыс мәчетләргә йөрибез без. Я познакомилась с моей подругой, у меня теперь появилась подруга, ее зовут Нурия. Я сюда приехала, чтобы найти много друзей и чтобы, как-нибудь отдохнуть. Как видите, многие дети с удовольствием говорят о том, что изучают в лагере языки. В течение смены, которая длится неделю, ребята постигают азы татарского, турецкого и арабского языков. Также знакомятся с памятниками древнего Болгара. И занимаются творчеством, конечно. Мы изучаем новую технику конгреф, которая сейчас распространена среди художников и дизайнеров. Детям очень нравится, много вопросов задают, и все им хочется сразу узнать. Они нетерпеливы, им надо мгновенно тут же что-то, результат. Хотя на результат мы и работаем. Мы планируем выставку сделать. По словам организаторов, количество родителей, пожелавших отдать своих детей в лагерь, превысило 100 человек. Это хороший показатель для впервые открывшегося лагеря. Смена длиной в неделю обошлась в 8 тысяч рублей. В лагере есть и дети с ограниченными возможностями, есть и дети, растущие в неполных семьях. Для них все бесплатно. Что касается еды, то все продукты абсолютно халяльные. Так что родителям, которые воспитывают своих детей по канонам ислама, переживать не стоит. Біздің енді түп мақсат, ол рухи яқтан да, физик яқтан да сәлемет милләт тәрбиелеу. Түп бурыш шул деп қоябыз. Мында яхшы вожатыйлар жедек, біз аларны милли лидерлар деп атыйбыз, милләт лидерлары. Милләт лидерлар үзләре, фән магистрлары, төрле проектлар язган, фәнни хезмәтләр язган кешеләр. Шуңа күрә монда безнең балалар, аларда үрнәк табырга тиешләр. Безнең лидерлар һәрвакыт аларга булышырга әзерләр. В торжественной церемонии открытия лагеря «Миллет» приняли участие гости не только из Казани и самого Болгара, но и французские журналисты, которые пишут о России. Буквально за вечер они даже выучили песню на татарском языке. Также перед детьми выступил имам-хатыб мечети Ярдем. Бу урында гылым алыгыз, башкаларга да сөйләрсез, иншалла, инде бу яхшы традицияга әйләнер безнең Ярдәм фондының бу җирлектә лагерь башка чараларны үткәрү. Менә без бу балалар белән инде айдан артык агалашып тордык, әтиәниләр белән. Балалар сезгә монда ошыймы? Менә бит. Сәлам Болгар, яшьләр, милләтчеләр. Һәммә безне күргән шат бүген. Тамырларга кайту, якты көннәр, бер болытта капламый күргән татарларның, безнең милләтнең. Что еще бросается в глаза? То, что все палатки здесь деревянные, а значит намного комфортабельнее обычных палаток. Есть здесь и свои улицы, например, улица Миркасыма Гусманова или улица Муштари. В общем, на свежем воздухе, на древней земле Болгара эти дети заводят новых друзей, подтягивают свой родной татарский язык, изучают новые языки, турецкий и арабский, и получают новые знания. Разве может быть летний отдых еще продуктивнее?